Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. И сегодня у нас вторник же, да? Вторник. Ты потерялся в рабочей неделе, вроде только второй день. Да, вчера был понедельник, сегодня вторник, завтра среда. Ну и, конечно, мы вместе с вами сегодня делаем это утро еще бодрее, интереснее. Ну и, конечно, готовим вас к трудовому дню. Да, как всегда, сделаем зарядку, поговорим с самыми интересными гостями. Сегодня даже по телефону кого-нибудь разбудим на актуальные темы. Предскажем прогноз погоды. Ну, уже можно сказать, что на улице гололед, будьте осторожны. Да, и, конечно, хотим, пользуясь случаем, сразу, наверное, первыми, да, возможно, да, в эфире сегодняшнего дня поздравить наших коллег с Днем якутского телевидения 8 октября, да, Да, дорогие коллеги, с 1963 года. праздником. Желаем также радовать всех окружающих, притом с праздником не только тех, кого вы видите в экране, но и всех наших технических работников, потому что без них это было бы просто невозможно. Да, присоединяемся. И сегодня у нас, кстати, тоже будет сюжет, посвященный этой теме. В общем, оставайтесь с нами. Ну, а сейчас самое главное узнать, можно ли сегодня подскользнуться, да, или нет на улице. Прогноз погоды. Давайте. Да, ну и, кстати, не забывайте, что все мы дублируем в телеграм-канале. Если вдруг что-то пропустили важное и интересное из наших рубрик, в том числе прогноз погоды, вы можете заглянуть туда. Подписывайтесь. Итак, в центральных районах сегодня 2-3 градуса ниже 0, в заречной группе 2-6 градусов холода, в южной минус 5, в вилюйской группе 1-5 градусов ниже 0, в нижнеленских минус 6, минус 7. На западе у нас 2-9 градусов со знаком минус, в Колымо-Игорской группе Улусов минус 4, минус 8, в Янске 7-11 градусов холода, на северо-западе минус 5, минус 8, в Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 2 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 1, плюс 3 градуса. Ну, то есть мы надеемся, что все это растает днем. Да, но так как мы практически первыми, наверное, кто передвигается по улицам города, я бы хотел сказать, что, наверное, еще часов до 9 в городе Якутске, по крайней мере, наверное, будет еще гололед. На улицах достаточно скользко, поэтому будьте внимательны и аккуратны, особенно если вы еще не переобули пешеходы тоже, потому резину. что сразу мужчины сразу о резине. Дорогие дамы, вот если вы передвигаетесь на каблуках пешком, тоже будьте предельно осторожны, потому что вот вся эта каша, она застыла, по ней ходить очень сложно и неприятно. Да, ну а какие новости сейчас произошли к данному часу, давайте мы узнаем прямо сейчас. Доброе утро. Расскажем об актуальных событиях к этому часу. Согласно указа Министерства транспорта Якутии прекратилась навигация на реках республики для маломерных судов. Центр ГИМС в эти дни проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей на реках. Ежедневно в акватории Якутска будут дежурить до 5 патрульных. Владельцам лодок и катеров, нарушившим запрет, грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При этом коммерческие суда, осуществляющие перевозку пассажиров, продолжают свою работу. Ну, последние годы судовладельцы и судоводители стали более законопослушны, соблюдают установленные требования. Однако любители охоты, любители рыбалки, они, как правило, в силу своего азарта все равно нарушают и выезжают в закрытые сроки навигации на маломерном судне, что влечет с собой своего рода опасность для жизни и здоровья человека. Учащиеся Харанской спортивной школы Мегино-Кангалахского района пожаловались на недомогание в районную больницу после школьного обеда. Симптомы у всех с кожи – тошнота, рвота, боль в животе. С 5 октября двери учебного заведения закрыты на карантин. Школьники с 1 по 11 класс переведены на дистанционное обучение. На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Они проходят лечение в детской районной больнице. В школьных помещениях проводят дезинфекцию. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
Прокуратурой Мегино-Кангаласского района организована проверка по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения более 20 несовершеннолетних детей. Мной осуществлен выезд в Харанскую спортивную среднюю общеобразовательную школу. Проверка проводится с привлечением органов контроля. Предварительно установлено, что дети, учащиеся в спортивной спортшколы, обратились в больницу с жалобами на боль в животе, рвоту, им оказывается соответствующая медицинская помощь. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования. География души. Член Творческого союза художников России, отличник образования Якутии, преподаватель Покровской детской художественной школы, художник Алексей Андреев открыл выставку своих работ. В Покровске в картинной галерее имени Наума Засимова открылась выставка работ талантливого художника Алексея Андреева. Алексей с особым необычным почерком и глубоким чувством написал свои картины. На открытии выставки Алексею вручили высокую награду – золотой знак Союза художников России. Очень приятно сегодня выставить свои работы, показать свое творчество для зрителей, для моих коллег. Это очень большой комплект работ за практически большое количество времени, то есть около 30 лет. Вот, начиная с 90-х годов и заканчивая нынешним годом. Работы выставил здесь я в картинной галерее. Якутскую продукцию представят на российской агропромышленной выставке. В 26-й выставке «Золотая осень» примут участие порядка 100 представителей агропромышленного комплекса республики, включая агрошколы. Событие состоится с 9 по 12 октября на площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев-центр» на базе Тимирязевской академии. В павильоне Якутии будет представлена экспозиция с информацией о достижениях отрасли и продукции якутских аграриев. Неделя АПК станет площадкой для обмена опытом, поиска новых деловых контактов. Делегация Якутии проведет ряд деловых встреч. Это были самые последние новости, самые свежие, но мы сегодня хотим обсудить очень интересную тему. Итак, налог на бездетность – это сбор в пользу государства от людей без детей. Выводили в разных странах в различные исторические периоды. Советский налог на бездетность действовал вплоть до 1990 года, когда был принят закон о его постепенной отмене. Окончательно он прекратил взиматься в 1993-м. Бездетные отдавали в казну государства 6% от своего дохода. Стимулировать рождаемость пришлось из-за больших потерь на фронте во время Великой Отечественной войны. Мера существовала до 1992 года и утратила актуальность в современной России. Но на днях депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, аналогичный тому, который действовал в СССР. Таким образом, предполагается поднять рождаемость в стране. И сегодня эту тему мы обсудим с Ефремовой Леной Павловной, председателем комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Она с нами на связи на телефонной линии. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что рано встали и присоединились к нам. Тема очень интересная. Как вы считаете, актуально ли вводить такой налог? Ну, на самом деле, надо сказать, что у нас в стране на сегодняшний день в целом сложилась непростая демографическая ситуация, поэтому со стороны депутатов в том числе звучат различные инициативы по принятию мер улучшения демографической ситуации в стране. Сам налог на бездетность, это не новшество, оно вообще существовало еще во времена Советского Союза, начиная с послевоенных лет до 1992 года. И он предполагал непосредственно поддержку тех семей, которые непосредственно нуждаются в материальном стимулировании. И при этом существовала некоторая градация, то есть некоторые граждане были освобождены от этого налога. Например, те граждане, которые являются, например, жены военнослужащих или учащихся средних высших учебных заведений, это пенсионеры или супруги, которые по врачебной комиссии, например, не могли иметь детей. Вот. Но надо сказать, что инициатива воспринята неоднозначно, в том числе коллегами, депутатами, так как на сегодня вы понимаете, что ситуация в связи, и в том числе со специальной военной операцией, она имеет определенные вопросы, например, к молодежи. Вот в Российском государственном социальном университете
была принята инициатива о том, чтобы разработать непосредственно сам налог, эту градацию, каким образом она должна осуществляться. Но, тем не менее, предлагается в большей степени поддерживать молодые студенческие семьи, например, по предоставлению жилья. То есть я хочу таким образом сказать, что сам налог на бездетность, он не может быть принят как самая оптимальная мера, именно как эффективная мера по демографии. Мгм. Ну, наверное, правда актуально, когда что эта градация существует, да, что есть другие инициативы. Сначала нужно помочь молодым семьям, а потом уже, соответственно, просить, чтобы они поднимали демографию. На самом деле, да, для того, чтобы у нас рождаемость повышалась, необходимо создать условия для того, чтобы создать эту семью. То есть решить вопросы жилья, вопросы, например, материального обеспечения молодой семьи и так далее. То есть, мое мнение, вот как эксперта непосредственно, заключается в том, что надо начинать прежде всего с этих мер. Ну, Лена Павловна, спасибо вам большое. Я думаю, что действительно вот сейчас есть такая опасная тенденция еще, да, child-free и так далее. Но на самом деле действительно лучше сделать какие-то более такие благоприятные условия для рождаемости, для Нет, но здесь, знаешь, мне кажется, нужно все. То есть сначала, в комплексе? Да, в комплексе. Сначала социальная сфера заботится. В принципе, сейчас есть, да, то есть это ипотека, там, и что-то стараются, да, вводить. Но вот здесь вот как раз налог, он, наверное, актуален для такого уже, может быть, не на молодых людей его, а градацию возрастную сделать. То есть от, допустим, 30 лет. Вот если вы вот child-free, то как бы почему бы и нет. Ну, Лена Павловна, еще раз вам большое спасибо, что вы сегодня присоединились к нашему эфиру и столь достаточно интересной и важной информации. Спасибо. Спасибо большое. Как только вы проснулись, важно взбодрить и подготовить организм к новому дню. Лучше всего с этим справляется комплекс упражнений для утренней зарядки. Он настраивает тело и заряжает хорошим настроением. А главное, на это не нужно тратить много времени. Ну, вообще, физическая нагрузка нужна не только телу. Движение помогает управлять эмоциями, поднимает настроение, защищает от депрессии. Человеческое тело запрограммировано получать удовольствие от движения. Это природный механизм, который помогает нашим предкам выживать и справляться с тяжелой работой. Упражнения провоцируют выделение гормонов радости, эндорфинов, серотонина и дофамина. Так мозг поддерживает тело во время физической активности. Поэтому, если хотим быть счастливыми, нужно делать зарядку. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, и сегодня я проведу вам комплексную зарядку на все тело. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки у нас смотрят диагонально, гантельки перед собой или можно взять бутылочки с водой. Делаем приседания. В коленях у нас 90 градусов, колено за носочек не выходит, так ни в коем случае не делаем. Сели, встали, сели, сжали ягодички, встали. Делаем таких 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и еще 8 повторений. Пока наши ножки отдыхают, мы поработаем на ручки, на бицепс рук. Гантельки смотрят, ладошки смотрят прямо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следующее. Делаем 90 градусов в локтевых суставах и на добивочку наверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И 4 полных раза. 4, 3, 2, 1. Выполняем таких 3 подхода. Сначала приседания, а затем на проработку рук. Следующее упражнение – это выпады назад с разведением рук. Ножки ставим на ширине плеч, делаем выпад назад. В коленных суставах у нас 90 градусов и в нижней точке разводим ручки наверх. Встали. 8. Встали. 7. Встали. 6. Встали. При этом соблюдаем, чтобы корпус у нас был ровный, животик подтянут. И еще 4. 3,
2, 1. И то же самое делаем на вторую ножку. Но ручки будем выводить вперед. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ложимся на коврики, на спинку. Ножки шире плеч, носочки также смотрят диагонально. Гантельки кладем под тазовые кости. И делаем подъемы таза. 8. На верхней точке мы сжимаем ягодицы. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 пружин наверху. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз полная восьмерка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сжали ягодицы, они у нас будут стоять в статике, пусть они горят. И поработаем на грудные мышцы. Ручки над грудью, в локтевых суставах слегка округлены. И делаем разведение. Выдох, вдох, выдох, вдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гантельки положили под тазовые кости и сделали 4 подхода на ягодички. 3, 2, 1. На этом у нас первый подход завершен. Выполняем таких 3 подхода. Наш силовой комплекс подошел к концу. Выполняйте такие упражнения, и будет у вас красивое подтянутое тело. Всем хорошего дня! Спасибо большое. Ну а далее я предлагаю взять пример с Вероники и улыбнуться сегодня, потому что сегодня, 8 октября, отмечает День солнечных улыбок. Дата этого праздника выбрана неспроста. На дворе октябрь, осень вступает в свои законные права, а солнечных дней становится все меньше. Это отличный повод улыбнуться и проводить лето до следующего года. А еще нет ничего более универсального и притягательного, чем улыбка. Она преодолевает языковые и культурные барьеры, освещает даже самый пасмурный день и передает тепло каждому, кто окажется рядом. Именно поэтому этот праздник любят и взрослые, и дети. Этот день был создан с целью напомнить всем нам о силе улыбки. Улыбка может минимум успокоить, а максимум изменить целую жизнь. Ну а какие еще даты, важные события, связанные с сегодняшним днем, давайте узнаем из нашей постоянной рубрики. На календаре 8 октября. Сегодня отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. По народному календарю Сергей Капустник – курятник. На Сергея Капустника русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками, не раньше, иначе она закиснет. Этот день в истории. 1191 год. Принц Джон захватил трон Англии. 1906. Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. 1945. Американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. 1967. В Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. 1970. Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе. В этот день родились Пьер де Гейтер, французский композитор, автор музыки к гимну «Интернационал». Александр Сибиряков, русский золотопромышленник, исследователь Сибири, финансировавший экспедиции Норденшельда и Григорьева. Иван Поддубный, русский борец, атлет, заслуженный артист РСФСР и заслуженный мастер спорта. Полина Осипенко, советская летчица, герой Советского Союза. Марк Бернес, советский актер кино, исполнитель песен, народный артист РСФСР.
Луиза Хей, американская писательница, основательница издательского дома «Хай Хаус». Александр Горшков, советский фигурист, олимпийский чемпион, российский общественный деятель. Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей и Федор. А в сентябре этого года в городе Великий Новгород прошел 8-й Всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, где были оглашены результаты всероссийского конкурса «Лучший МФЦ» 2023 года. Центр «Мои документы» Республики Саха-Якутия стал победителем сразу в 2 номинациях. Это лучший проект МФЦ и лучшая региональная сеть МФЦ. Ну а подробнее о проекте расскажет заместитель начальника клиентской службы Центра «Мои документы» Екатерина Иванова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, мы вас поздравляем с победой в таких номинациях. Мне кажется, это очень радостно должно быть для всех Да жителей республики. и И заслуженно, да. да, потому что это значит, что у нас хорошо предоставляются услуги. Что представляет собой проект МФЦ «Забота в действии»? Проект МФЦ «Забота в действии» — это комплекс мер по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. Проект реализован на базе центров «Мои документы» по всей территории республики и включает в себя следующие направления. Прием документов на оказание нескольких мер поддержки одним заявлением в рамках комплексного запроса, правовая экспертиза отрицательных решений по обращениям, принятым не только через МФЦ, но и через региональный портал государственных услуг Е-Якутия, организация рабочих мест для сотрудников МФЦ на базе Государственного фонда «Защитники Отечества», безусловно, организация внеочередного обслуживания и бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Также в проект включен сервис «Паспорт МФЦ «Забота в действии», оператором которого является наше МФЦ. Сервис представляет собой такой калькулятор, который помогает рассчитать меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации пользователя и, что немаловажно, содержит опросную форму, благодаря которой можно получить информацию о дополнительных мерах поддержки, которые необходимы военнослужащим и членам их семей. Подробная такая всесторонняя получается. Ну да. А какие меры поддержки в целом сейчас доступны для семей военнослужащих? На базе МФЦ на сегодняшний день реализовано 9 мер поддержки. Это единовременная денежная выплата мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт до 1 сентября 2024 года. Почему до 1? Потому что с 1 сентября данная выплата стала проактивной, соответственно, не требует предоставления заявления, и денежные средства начисляются сразу на счет военнослужащего. А также оказание материальной помощи для газификации жилых домов, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение родителям военнослужащего, предоставление путевок на оздоровление, санаторно-курортное лечение детям военнослужащих от 6,5 до 18 лет, а также оказание бесплатной психологической помощи участникам специальной военной операции, их родителям, детям, супругам, также обеспечение молочной смесью детей до 3 лет. Значит, и еще предоставление компенсации на жилищно-коммунальные услуги и выплаты капитального ремонта, на взносы капитального ремонта 50% для семей, проживающих совместно с военнослужащим. И еще есть повышенная стипендия и приоритетное заключение договора на оказание, на обучение по высшим и среднепрофессиональным учебным заведениям. А планируется ли какое-то расширение и развитие проекта в будущем? Да, конечно, тут нужно отметить, что этот проект у нас начался
С 5 октября еще 2022 года, и по истечению времени направления увеличиваются. Соответственно, в случае принятия решения о внесении изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление мер поддержки, проект также будет увеличиваться по услугам и сервисам. А скажите, а как можно воспользоваться сервисом «Паспорт Забота»? Сервис «Паспорт Забота» реализован на региональном портале государственных услуг Якутия. На стартовой странице на баннере есть ссылка на данный сервис. Да? И также на главной странице нашего сайта mfc-saha.ru есть ссылка на данный сервис. Сервис представляет собой форму опроса, отвечая на который получатель может определить все меры поддержки, на которые он претендует. То есть вот как раз это очень, мне кажется, актуально, потому что меры поддержки меняются, развиваются, и не всегда все в курсе, как они есть. В целом, да, вам большое спасибо за очень большой объем информации на самом деле, но я думаю, что наши зрители воспользуются, то есть нужно зайти на сайт yakutia.ru и там уже более подробно найти всю информацию. Ну или всегда можно обратиться в центр «Мои документы», который рядом с нами. Спасибо. Спасибо. Но появление многофункциональных центров очень сильно облегчило жизнь граждан. Вместо огромных очередей, в душных коридорах различных инстанций сейчас можно спокойно и достаточно оперативно получить любые справки и оформить документы. И это, несомненно, положительно сказывается в том числе и на психологическом состоянии человека. Впрочем, также большую пользу для ментального и физического здоровья приносят и игры на хомусе. Да, у разных народов он называется по-разному, но его приятный вибрирующий звук можно узнать сразу. Ну а мы с вами сейчас познакомимся с достаточно интересным видом варгана. Это китайский хомус. Доброе утро! Я хочу сегодня рассказать про китайский хомус. Хомус является одним из самых древнейших инструментов всего человечества. Он широко распространен по всему миру и используется многими народами. И у разных стран этот инструмент у всех называется по-разному. Например, в Китае, провинции Юннан, малочисленный народ играет вот на таком хомусе. В Китае хомус называют коусян. Этот коусян сделан из латуни, веерообразный хомус, пластинчатый хомус. Вот на таком хомусе играет женщина из Китая Ма Гого, хомусист-виртуоз мира. И сейчас я вам демонстрирую, сыграю на этом инструменте. Какой интересный инструмент, такие потрясающие звуки, да, я даже вот, когда только взял в руки ведущие рубрики инструмент, я подумала, как на нем вообще можно играть. Ну и когда знакомишься с чем-то необычным, так хочется попутешествовать по миру, посмотреть что-то новое, интересное. Кстати, а ты как провел лето? Ну, я это лето, отпуск в целом провел в Якутске и достаточно много времени, кстати, провел на лодке, да, 2 раза побывал на реке Синяя, ездил в экспедицию на водопады, побывал еще в Алекминском улусе на реке Толба, где, кстати, впервые на планете была обнаружена кимбрийская нефть.
Вот, значит, ездить далеко не нужно. Но это такие большие расстояния, как ты их преодолеваешь? Ну, действительно, если передвигаться на ПВХ-лодке, достаточно так не очень комфортно. Но хотелось бы, несмотря на то, что водомоторный сезон уже закрылся, хотелось бы познакомить вас с одним интересным способом, как можно объединить две достаточно обыденные вещи и, сэкономив пространство в лодке, еще и сделать поездки гораздо комфортнее. Ну, это прям для мужчин. Ну, или совет для женщин, что приобретать любимым мужчинам. Доброе утро, друзья! Сегодня наш небольшой лайфхак будет такой, достаточно такой на поверхности, но, тем не менее, может быть, кому-то и пригодится. По крайней мере, мне он очень пригодился и помог в этом году. Многие охотники, рыбаки знакомы вот с такими ящиками. Это уже такой достаточно такой стандарт, очень вместительный. Здесь у вас лежит различная мелочевка, еда, продукты. Тут у меня, например, вот чайник, тарелочки, кофе, сгущенка, в общем, все что угодно. Для охотников также можно перевозить вещи в нем в автомобиле, и это достаточно такой очень удобный ящик. Что можно здесь проапгрейдить? Я сделал такой небольшой апгрейд, воспользовался тоже советом и превратил его в такой вот очень удобный переносной трон. Для этого нам нужно в крышке проделать несколько отверстий, положить фанерку, вырезать ее и, соответственно, прикрепить ее к крышке. Она будет как бы усилением неким. К ней крепится вот такое вот поворотное лодочное кресло, очень мягкое, удобное, то, что превращает вашу поездку на лодке в настоящий комфорт. Ну, а для охотников вы можете также в машину его положить вместе с сиденьем и, приехав на лагерь, разместиться на нем очень комфортно и удобно. Также, как это выглядит в лодке. Вот так тоже весь день идете за румпелем или на дистанции. Затем приезжаете на место лагеря, вытаскиваете ящик, где у вас есть провиант, и еще и очень удобное, комфортабельное кресло. Ну, такой небольшой лайфхак, полезный совет. Возможно, на следующий сезон вам пригодится. Пользуйтесь и смотрите передачу «Утро Якутии». Как же грустно провожать лето, и даже осень уже, можно сказать, Я вот сейчас провожать. посмотрел, у меня такая ностальгия, захотелось опять на реку, на лодку. Да. Ну, вечера уже становятся все холоднее и холоднее, на улице уже первый снег, даже не первый, и в такое время хочется погреться дома и никуда не выходить. Ну да. Ну а как скоротать длинные осенне-зимние вечера, нам подскажет рубрика «Книжная полка». Доброе утро, дорогие телезрители! Не знаю, как у вас, но у меня осенняя пора ассоциируется с готическими романами. Когда ты сидишь, укутавшись в плед, и погружаешься в жуткую и таинственную историю, и знакомишься с жизнью героев и их тайнами. Сегодня я бы хотела порекомендовать довольно-таки известную книгу «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Эмили Бронте, известная английская писательница, при жизни оставалась в тени своей более успешной сестры Шарлотты. Лишь спустя годы к ней, автору единственного романа «Грозовой перевал», пришла заслуженная слава. Этой книгой зачитывались многие поколения женщин и продолжают зачитываться по сей день. Представьте себе суровые вересковые пустоши Англии, где бушуют страсти и кипят эмоции. В центре этой истории Хитклифф, загадочный и мстительный герой, и его возлюбленная Кэтрин. Их отношения полны драматизма и неожиданных поворотов судьбы. Хитклифф с детства влюблен в Кэтрин, но их любовь сталкивается с множеством препятствий, включая социальные различия и личные амбиции. Это история о любви, которая не знает границ, и о мести, которая разрушает все на своем пути. Книга захватит вас с самых первых страниц и не оставит до самого конца, заставляя переживать за героев и задумываться о природе человеческих чувств. По мотивам произведения было снято более 20 экранизаций, но лучшая адаптация, на мой взгляд, это экранизация 1992 года, где играют Рэйф Файнс и Жюльетт Бинош. Читали ли вы роман и какого мнения о Хитклиффе? И считаете ли вы, что в романе есть место любви?
Ждем ваши отзывы. 8 октября 1963 года вышла в эфир первая регулярная программа на якутском телевидении. Этот день является датой официального открытия якутской студии телевидения и отмечается как День якутского телевидения. Этому важному событию предшествовала огромная работа и самоотверженный труд многих энтузиастов, которые круглосуточно трудились над запуском технологического комплекса. В октябре 1982 года был закончен монтаж 241-метровой телевизионной башни в Якутске. Представляете, это было достижение. Она не только увеличила радиус приема телевещания, повысила его качество, но и дала возможность для дальнейшего развития каналов ТВ и эфирного радиовещания. А с 1 февраля 2018 года на базе телеканала «Саха-24» национальной вещательной компании «Саха» заработал круглосуточный информационный телеканал «Якутия-24». Поздравляем всех работников и ветеранов телевидения с Днем якутского телевидения. Удачных эфиров и творческих успехов! Ну а будущее якутского телевидения, да и любого телевидения, впрочем, за теми, кто умеет в повседневной рутине увидеть интересное, неординарное, снять и показать то, что будет людей мотивировать на новые добрые дела. С этого сезона мы начали сотрудничество со школьными медиацентрами, где юные корреспонденты учатся снимать свои сюжеты. И вот одним из первых небольшой сюжет об утках и гусях, которых в своем хозяйстве содержит многодетная мама Тамара Ивановна, отправили школьники из села Игидей Татинского улуса. В подводке к видео они написали, что разведением птиц, в том числе и диких, прибившихся, Татьяна Николаевна занимается уже 4-й год. Она дает советы односельчанам и помогает советами по содержанию гусей и уток. Давайте посмотрим, послушаем саму хозяйку утиного хозяйства. Животных очень много. И коровы есть, и телята, и вот эти гуси. 14 гусей. И много-много уток. Еще не посчитали. Гусям уже 3-й год, а вот утятами 2-й год. Гуси питаются кормами для гусей и овес едят. На озере почти целый день там проводит, только вот вечером и утром приходят вот, поесть. Вот такой вот достаточно милый, замечательный сюжет. Мы заодно призываем школьников других сел и городов Якутии, занимающихся видеосъемками, отправлять нам свои интересные сюжеты, и мы их обязательно покажем в нашем эфире. Да, это будет такое, знаешь, подспорье, где мы будем растить новых корреспондентов и ведущих. Вот. Да, это будет здорово. Ну, вообще, осень – это интересная пора и для школьников, это важное время для огородников, владельцев приусадебных участков. Иногда нужно, например, пересадить кустарник, и это достаточно тонкое дело. Как это сделать правильно, мы узнаем далее. Доброе утро! Я сегодня покажу, как правильно вытаскивать, выкапывать кустарник. В качестве примера я выбрал самый массовый вид для озеленения в условиях Якутии. Это акация желтая. Многие очень неправильно держат лопату вот так вот, под углом. Это неправильно. При такой выемке обрезаются корни. А лопата должна быть втыкаться в землю, должна строго перпендикулярно, 90 градусов. Вот, показываю. Можно в круговую, если куст маленький, можно с 4 сторон квадратика. А так как у нас куст 90 сантиметров, мы сделали в круговую. Потом с одной стороны втыкаем поглубже и поддеваем. Вот. Куст вытащен с комом земли. Хочу отметить, что в этом году осень затянулась. Судя по прогнозам, плюсовые температуры будут до 11 октября. То есть озеленением можно заниматься вплоть до замерзания земли, до 11-12 октября. Так что
Постарайтесь. Но я вот, кстати, в целом, когда вижу вот огород, особенно осенью, сразу вспоминаю детство, когда очень не хотелось ехать и выкапывать картошку. Ну, я так немного и не понимал важности и полезности этого процесса, но в целом вот, да, весной закопал, а осенью выкопал, да, ну, то есть, но на этой почве, конечно, бывали... Мне приходило в голову, да, что почему-то весной закопал поменьше, а осенью выкопал побольше. А потом еще вкусную картошечку жаришь. Ну, на этой почве, конечно, бывали и в том числе и конфликты со взрослыми. Ну, на самом деле, конфликты со взрослыми бывали у всех, безусловно, и бывают сейчас у нас. И не только на теме картошки. Да, и не только на теме картошки. Ну, еще помыть посуду, убраться дома и вообще помочь по хозяйству. Как решить подобные моменты и как отцам и детям найти общий язык, нам подскажет психолог Октябрина Рыкунова. Конфликты между родителями и детьми – это достаточно распространенное явление. Но, тем не менее, мы должны научиться выходить из этих конфликтов грамотно, так, чтобы не навредить психике наших детей, и так, чтобы они потом стали взрослыми, которые обращаются со своими детьми тоже так же хорошо. Родителю важно помнить, что главная его функция – это сделать своего ребенка самостоятельным. И чем больше мы с ним спорим, тем больше, конечно, он начинает становиться базово агрессивным и начинает недопонимать, почему сложно именно найти общий язык с родителем. Есть такая техника ненасильственного общения. Вы знаете, тогда, когда родитель не дрессирует своего ребенка, а говорит ему приятные вещи для того, чтобы сделать именно те действия, которые он хочет, например, ребенку приятными. Например, если это домашние дела, то он хвалит, конечно, по тому, как ребенок делает домашние дела. Естественно, он делает их плохо для начала, но потом со временем он адаптируется и делает это все лучше и лучше. Если, например, ребенок что-то забыл, обычно мы говорим: «Ой, опять ты там что-то забыл». А на самом деле можно сказать: «Молодец, что вспомнил». То есть переформулировать всегда негативную составляющую на позитивную. Тогда ребенок будет чувствовать поддержку и будет меньше волноваться за то, что какая реакция будет у родителя. Всегда от нашего поведения зависит то, как ребенок будет себя ощущать. То есть если мы реагируем негативно, таким образом ребенок будет больше закрываться, он будет больше не договаривать, иногда врать. И если какие-то сложности, например, возникнут, он не сможет вам довериться и рассказать о них. Хорошо, когда родитель все-таки поддерживает своего ребенка и при любых обстоятельствах. А даже если ребенок не прав, всегда встает на его защиту. Надо говорить детям: «Я твоя мама, я тебя люблю, и я всегда буду на твоей стороне, несмотря ни на что». Всегда будет сложно понимать другое поколение. Но мы, родители, все очень умные, развивающиеся, поэтому надеюсь, что вы найдете общий язык и с этим поколением тоже. Ну как, ты вынес для себя что-то интересное? Слушайте, ну вообще очень много же мнений есть, особенно вот старшее поколение. Мы выросли, нас хлестали ремнями и так далее, выросли же нормальными людьми. Ну, конечно, надо согласиться, что детям нужен такой достаточно деликатный подход. Вот особенно, наверное, самая проблема — это гаджеты. Вот сейчас это... Вот как отучить, мне например? кажется, даже не то, что гаджеты — это проблема. Мне кажется, маленькое количество общения. То есть, ну, смотри, вот если ты занимаешься реально ребенком, то есть ты с ним беседуешь, он же все равно вылезет из гаджета. Ну, как бы невозможно постоянно беседовать, вести диалог с человеком, со взрослым, да, сидя в гаджете. То есть ты его вытаскиваешь. Если ты его приглашаешь там что-то вместе поделать и вместе с ним это делаешь, то тоже он не сидит в гаджете. Проблема в том, что мы переложили на гаджете вот это вот нежелание уделить и отсутствие возможности уделить так время я тоже ребенку. хочу новости посмотреть, там, почитать, Но что я произошло. тебе о чем говорю. И получается, что ты сидишь в телефоне, ребенок сидит в телефоне, и вы рядом дружно проводите время, сидя в телефоне. И переписываетесь. Да, и вот эта вот картинка сейчас, которая ходит по сети, да, очень часто, когда показывают семью, и один сидит в ноутбуке, другой в компьютере, третий в телефоне, и типа они проводят вечер вместе. Вот я взяла традицию, мы вечер стараемся, по крайней мере, хотя бы 20 минут вечера выделить на то, что я собираю всю семью за столом, вне зависимости, кто когда кушал, потому что в разное время приходим, вот, и спрашиваю, как у вас прошел день. И это невольно говорит о том, что ребенок узнает, а как родители проводят день, что они на самом деле делают. То есть для ребенка же мы ушли и пришли, да, ну, как бы отдохнули. Но он же может посмотреть статус или там сторис. Ну, я не выкладываю такое. Из туда, к сожалению,
сожалению, сторис не выкладывается, там вообще съемка запрещена, поэтому мой ребенок не в курсе большую часть времени, что же я делаю. Хорошо, но это, да, действительно такая очень важная, интересная тема. В общем, нужно, конечно, искать деликатные подходы, но с другой стороны тоже дети в гаджетах находят интересные словосочетания. Нужно искать моменты. компромисс, да, компромисс и нормальная организация времени. Ну, а прямо сейчас делимся последними новостями. Вы можете посмотреть их вместе по телевизору. Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. В Якутске полным ходом идет строительство самой большой школы города. Учебное заведение, возводимое в микрорайоне ДСК, рассчитано на 990 учеников и включает 33 просторных класса, оснащенных по последнему слову техники. Здание школы площадью более 17 тысяч квадратных метров разделено на 3 функциональные зоны для начальной, средней и старшей школы. Здесь предусмотрены библиотека, столовая, актовые и спортивные залы, медицинский блок, студия для творчества. Новая школа станет ярким примером современной образовательной среды, создаваемой в Якутии. Отметим, строительство школы проходит в рамках национального проекта образования. В данный момент заканчиваем бетонные работы, каменные работы. Полноценно идут отделочные работы. Отделочные работы у нас идут с марта месяца. Сейчас классы практически готовы под монтаж ТХ оборудований, парт, досок. У нас по отделке осталось крыло спортзала и актового зала. У нас 2 больших спортзала и актовый зал. В актовом зале, в который будут монтироваться акустические панели и зрительные кресла. Мобильные бригады врачей завершают работу в 2 районах Якутии. Медицинскую помощь получили жители Верхоянского и Жиганского районов республики. Так, в Верхоянском районе взрослая многопрофильная бригада врачей посетила населенные пункты Юнкюр, Барылас, Бала, Дулгалах, Сысын, Мете и Верхоянск. Всего осмотрено 466 человек. В связи с неблагоприятными погодными условиями выезд в населенные пункты Мачах и Буранук были сдвинуты на конец октября. В Жиганском районе врачи охватили все населенные пункты, осмотрено 344 человек. С 1 октября детская многопрофильная бригада врачей работает в Среднеколымском районе. В ближайшее время также запланированы вылеты врачей в Нижнеколымский, Эвено-Бытантайский, Устьянский, Аллайховский, Анабарский, Верхнеколымский, Булунский и Верхоянский районы. В селе Бютюнь Амгинского района в работу ввели новое здание врачебной амбулатории. Новая амбулатория отличается наличием дневного стационара, а также кабинетом неотложной помощи. Новая больница оснащена всем необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью. Это уже 5-е медучреждение в районе, введенное в рамках национального проекта здравоохранения. В следующем году ожидается ввод нового здания поликлиники на 200 посещений в смену. Врачебная амбулатория, она вот светлая, она оснащена всем современным оборудованием. Есть здесь кабинет оказания первой медицинской помощи. Оно оснащено полностью, вплоть до наложения, вот, например, гипсов, да, и так далее, и так далее. Первая неотложная помощь, которая нужна для человека. Ну и затем есть здесь кабинет терапевта, фельдшера, да, кабинет акушера-гинеколога. В Якутске ведется оцифровка 11 фрагментов берестяных грамот 17-18 веков, обнаруженных этим летом на территории Якутского острога. Грамоты, написанные чернилами, скорописью, оцифровываются в Центре цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии при Национальной библиотеке республики. Профессиональные археологи, специалисты создают высококачественные цифровые копии, сохраняя оригиналы в первозданном состоянии. Проводятся обмеры грамот, уточняется информация для дальнейшего включения в коллекционные описи. Археологи полагают, что найденные грамоты являются частью архива воеводской канцелярии Якутского острога. Сами грамоты найдены в вечной мерзлоте, благодаря чему хорошо сохранились, но воздействие атмосферы и солнечного света для них негативно
сказываются на их сохранности, поэтому возможности их постоянно показывать, там, рассматривать у нас нет. Сегодня мы совмещаем несколько видов работ одновременных. То есть главное это создание высокого разрешения цифровых копий. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Книги являются неотъемлемой частью человеческой культуры и истории. Они несут в себе знания, идеи и исторические события, учат, вдохновляют и позволяют нам погрузиться в мир фантазии. Однако со временем даже самые драгоценные книги подвергаются износу и повреждениям. Именно здесь на сцену выходит процесс реставрации книг, который позволяет сохранить этот ценный литературный наследник для будущих поколений. 10 октября на базе Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия состоится открытие первого регионального центра консервации и реставрации в Якутске. Сегодня у нас в гостях Галина Кутугутова, сотрудник медиацентра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, и Дмитрий Фролов, главный специалист отдела комплексных проектов по сохранности Российской государственной библиотеки. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, что представляет собой новый центр консервации и реставрации книг? Ну, вообще, это очень такое классное помещение с оборудованием, которого еще нет такого оборудования в Якутии. И это будет такое уникальное место, где можно будет реставрировать, консервировать документы, библиотечные фонды. Что нас ждет на открытии вот этого центра и что мы там увидим удивительного? Во-первых, я хотел сказать то, что открываемый центр является уже 7-м центром региональным сети создаваемых центров реставрации и консервации. В настоящий момент заканчиваются работы по оснащению его современным оборудованием. И я хочу отметить то, что в состав оборудования, которое поступило в ваш центр, в наш центр, входит более 80 единиц специализированного оборудования, мебели, инструментов. И еще я хотел отметить то, что важнейшей составляющей является не просто поставка этого оборудования, а обучение сотрудников Национальной библиотеки Якутии. Уже часть сотрудников прошло обучение. И также у нас запланированы и дальнейшие работы совместные по повышению квалификации сотрудников, уже имеющих сотрудников центра, новых сотрудников, по индивидуальным стажировкам. То есть это наш долгий, большой совместный проект, в котором совместно Российская государственная библиотека, Национальная библиотека Якутии будет участвовать в работах по обеспечению сохранности фондов, хранящихся не только в библиотеке Национальной Якутии, но и других учреждений вашей республики. Но если говорить об открытии центра, то 10 числа, буквально послезавтра, наши гости, это и гости с Российской государственной библиотеки, которые приедут к нам буквально сегодня, мы их будем встречать, ваших коллег, и наших гостей из республики. Это будет такое классное событие, потому что мы им покажем все это оборудование, расскажем о том, как будет работать центр, и, в принципе, это будет на постоянной основе, мы будем рассказывать жителям о том, что будет работать, как будет работать центр и какие у него перспективы. Но будете открывать секреты, как это все работает. Да. Но мы сейчас не разокроем секреты Давайте нашего продолжим. Дмитрий, да, у нас тоже технический вопрос. Чуть-чуть вот так вот микрофончик вас об рубашку. Да, на самом деле, да. Мы откроем маленький секрет, что у нас у наших гостей есть микрофоны, поэтому вы их хорошо слышите. Вот. Итак, получается, какое было оборудование закуплено, для чего, то есть оно для чего будет работать, и сколько специалистов сейчас уже обучены, чтобы, правда, восстанавливать документы в нашей республике? Как мы выше сказали, Центр консервации и реставрации, научной реставрации, да, в связи с этим на базе центра организовано несколько специализированных направлений, помещений. Первое — это непосредственно само помещение реставрации, где будут проходить реставрации как листовых материалов, так и классических переплетов, да, и это тоже, скажем так, работа на перспективу. Сложность работ будет увеличиваться в зависимости от того, насколько сотрудники, так сказать, будут овладевать теми техниками, которыми, соответственно, наши специалисты Российской государственной библиотеки будут с ними делиться. Специализированное оборудование, оно включает в себя как ряд, значит, специализированного инструмента, так и специализированные мебели, которые позволят создать все условия для того, чтобы те сложные работы были проведены в необходимом объеме и достаточном, так сказать, количестве. Кроме того, существует
помещение, оснащенное химической лабораторией, поскольку крайне важно для предреставрационных исследований провести ряд замеров как с самим документом, и также крайне важно отреставрированный документ хранить в помещениях, которые обеспечат его долгосрочную сохранность. Для этого важно контролировать как температурно-влажностный режим, так и другие важные параметры. Для этого тоже весь инструментарий, связанный со специализированными pH-метрами, с пробоотборниками, с вытяжным шкафом и с другим инструментарием тоже, соответственно, здесь уже оснащен. Кроме того, есть отдельное помещение для проведения работ по переплету документов. И особенной изюминкой является помещение для работ по фазовой консервации. Поскольку реставрация все-таки это индивидуальный и достаточно штучный процесс, прям скажем, не быстрый, а количество документов, требующих этих работ, оно достаточно значительно, то крайне важно, произвести работы для большого количества документов. Для этого, соответственно, поставлено специализированное оборудование по изготовлению микроклиматических контейнеров и специализированного бескислотного картона, которое позволит сразу большое количество документов поместить в эти индивидуальные контейнеры и таким образом защитить их от вредных факторов, которые способствуют старению документов. Кроме того, есть очень интересное оборудование, связанное с обеспечением сохранности листовых документов. Они запаиваются на специальном ультразвуковом инкапсуляторе в специальную инертную полиэтилен-рафтоватную пленку. Это ты понимаешь, что в современной действительности, понимаешь? Точно о книгах говорим? Да. Документы. Поэтому мы надеемся, что наше сотрудничество будет долгим, то, что, соответственно, мы будем совместно с коллегами, с нашими продолжать начатое. И открою вам еще один небольшой секрет, может быть и не секрет, в том, что согласно концепции предполагается создание 40 таких реставрационных центров до 2030 года, поэтому наша дружная семья реставраторов и консерваторов будет расти и шириться с каждым годом. Спасибо. Спасибо большое. Потрясающе. Просто узнали много о том, что происходит с книгами, и просто гордимся нашей библиотекой. Спасибо. Ну, а нашим зрителям мы желаем отличного, бодрого утра и встретимся с вами завтра в это же время.